Из книги Абдурахмана Тарханова «Народоубийство СССР. Убийство чечено-ингушского народа. Город Мюнхен. Свободный Кавказ. 1952 год». Глава 10. Образование Чечено-Ингушской республики и визит к матери Сталина. Как указывалось, половина 1935 года и весь 1936 год прошли в Чечено-Ингушетии спокойно. 5 декабря 1936 года в связи с принятием новой Конституции СССР Чечено-Ингушская автономная область была преобразована в Чечено-Ингушскую автономную Советскую Социалистическую Республику. В связи с этим во всех аулах происходили национальные торжества, на которых чеченцы и ингуши выражали искреннюю благодарность власти, оказавшей им столь высокое доверие, как образование автономной республики. После того, как была принята и Конституция Чечено-Ингушской ССР, в которой были зафиксированы неотъемлемые суверенные права народа, эта благодарность перешла во всеобщее народное ликование. Этим двум, в кавычках, историческим актам образования республики и принятию ее демократической, в кавычках, конституции народ придал значение, вытекающее из букв и форм обоих актов. Образование республики с конституционными правами и внутренним суверенитетом, подавляющим большинством народа, в особенности интеллигенции, было понято не только как расширение прав народа, но и как долгожданный конец произвола НКВД. Неподдельную радость народа делили и женщины-чеченки, надеявшиеся теперь на спокойную жизнь своих мужей и сыновей. Обычно чуждые политики и общественной жизни, благодарные чечено-ингушские женщины и матери, на этот раз уже по собственной инициативе составили весной 1937 года женскую делегацию Чечено-Ингушской республики во главе с Аминат Исламовой и направили ее в Тифлис, чтобы лично отблагодарить мать Сталина. Кеке Джугашвили за отеческую заботу о чечено-ингушском народе и ее сына. Делегацию, привезшую ей богатые подарки из национальных изделий, Кеке приняла весьма торжественно в бывшем дворце наместника Его Величества на Кавказе Воронцова-Дашкова. На щедрые похвалы чеченок по адресу ее сына Кеке ответила многозначительно: «Желаю каждой матери иметь такого сына». Как это пожелание, так и посещение Кеке чечено-ингушской женской делегации дали повод центральной прессе петь высокие дифирамбы по адресу Великой Матери. Сама же мать Сталина заверила делегацию, что она попросит сына, чтобы он впредь был ласковым с братьями-кистинцами, грузины называют чеченцев и ингушей кистинцами. Ласки сына и истинное значение сталинской конституции Чечено-Ингушской республики сказались уже летом того же года, грандиозную военно-чекистскую операцию, которая была произведена по всей республике. Эта всесоюзная чума, ежовщина, докатилась до Чечено-Ингушских гор, но в масштабе грандиозном и в формах, превосходящих всякие человеческие фантазии.